В эфире? Это? Обновите, да? Ну что? Обновите. Добрый вечер, друзья. Извините, что мы опоздали. Не знаю, кто у меня есть, или уже кто-то в эфире. У нас всегда проблемы с этим интернетом. Грузится долго. Ключ, да? Есть кто-то в чате? И в чате нету, так смотрит рядом. Это у нас изображение такое именно в этом мутное или вообще? В этом. Сейчас посмотрю. Брашка слишком мягко взорваться. Так, здравствуйте. Дурка, привет всем. Здравствуйте. Так, Августина, по-моему, да? Добрый вечер, рада вас видеть. Я тоже рада вас, вернее, не видеть. Можно сказать, с вами вашему общению с вами. Так, ну ты все-таки камеру неудачно все-таки поставил. Иди хоть штору задерни. Мы все сегодня бегом. Так, Юлия, Россия, добрый вечер, наша дорогая Лева. И, конечно, Ибрагим, добрый вечер. Так, да, неудачно вас плохо видно. Сам не месяц на Седик, тетка. Хахел Седик, пропащий мой племянник, внезапно появился и внезапно же исчез. Ибрагим, ты не ту штору задернул. Так, как вы поживаете, Августина? Как ваши дела, как здоровье? Алхамдулилlah, хорошо. Как у вас, у всех, друзья? Какое у вас настроение? Брашка, говорят, плохо видно меня. Не знаю. Так, Али Арсханов, Седик, Хел Халева. Что на Хел Седик? Так, Дурка, привет всем. У нас все хорошо. Слава Богу. Сам не местный. Зачем я тебе нужен? Весь Сочи тебя смотрит. Но для меня ты наравне со всем Сочи, если честно. Просто не знаю, ты так появился и вдруг так резко исчез. Я даже боюсь тебе писать, вдруг я тебе не нужна. Так что выходи, племяшка, на связь. Друзья, рассказывайте, как вы готовитесь к Новому году, что у вас нового, какие планы у вас, как вы закончили, завершили свой год, наверное. Так, Севиль Аликперва, добрый вечер. Всегда рада вашему появлению в эфире, всегда интересно смотреть и слушать ваши видео. Все просто и доступно. Детям удачи и всем здоровья. Так, большое спасибо, Севиль, тебе тоже. И вам всем удачи, и всем здоровья, и всех с наступающим Новым годом.
Дурка, привет всем. Вот эта родственная драма разыгралась у вас, конечно, да. Если на весь мир не скажу, что это у меня племянник пропал снова. Главное, сейчас и на комментарии мои не отвечает. Так, Надя Голуб, здравствуйте, я очень рада, что вы в эфире. Добрый вечер, Надя. Так, Севиль, спасибо огромное, все взаимно. Нурка, привет всем. У меня с двоюродной сестрой также. Да. Погода там у вас у всех какая? Новогодняя, праздничная. У нас сегодня начал снег, конечно, хорошенечко подтаивать. Не знаю, что будет. Так, Елена Батырова, доброго вечера и приятного эфира и общения. Спасибо, Елена, спасибо вам, что вы с нами. Так, тут моя принцесса балуется. У нас скоро кошек будет больше, чем нас. Так, Елена Батырова, и у нас снег тает сегодня, да. Сегодня я даже вот в платье ходила по двору. И снимала их, и так ходила, было тепло. Так, Нурка, привет всем. У нас холодно, прям декабрьская, почти минус 30 градусов. Ух ты. Ну, правда, вчера у нас и под вечер, вечером было вообще 8-10 градусов мороза. Ночью вчера очень было холодно. Прям вечером вообще даже выходить не хотелось, настолько было холодно. Но сегодня и день был весь теплый, и ночь вроде бы не такая холодная. Был срыв, мы в эфире. В эфире? В эфире? Надя Голуб, у нас день дождь, день снег, минус 2-3. А где вы живете, Надя? Значит, где-то рядом у нас, наверное, раз. Или за границей. Елена Батырова, я сегодня хлеб испекла по вашему рецепту, приготовила борщ. Муж говорит, пеки каждый день теперь. Да, я теперь, вы меня только не проклинайте теперь. Дурка, привет всем. У нас снег до середины апреля не растает. Надоел этот снег, хочу к вам. Ой, а мы по снегу скучаем, вот видите как. Хотя, конечно, когда он так долго лежит, уже надоедает, хочется тепла. Все-таки тепло это хорошо. Вообще у нас, мне кажется, наш климат более такой приемлемый для проживания, так сказать. Не успеваем долго и от холода устать, от снега, и от жары тоже не успеваем. Так, Юлия Россия, она снегом завалила. Можем снегом поделиться с кем-нибудь. Так, Алина Лаптева, что так далеко сели? Да я не знаю, что-то меня Ибрагим сегодня неудачно посадил. Дурка, привет, Иван, всего доброго. Плохо видно вас всех, Ибрагим. Понял я. Понятно, да? Понял я, сейчас ничего не сделаешь. Ну, надо было бы сделать вовремя. Елена Батырова, нет, наоборот, спасибо за домашние доступные рецепты. Ну, на здоровье тогда. Так, еще раз пишут, что исправит ошибку сын. Ты слышишь? Что? Все говорят, что плохо видно. Что я тебе сейчас делаю?
Я не знаю, что ты сделаешь, исправь. Уже все. Али Арсханов, почему не прочитала смс Ибрагима Яндиева? Ну, Ибрагим Яндиев поздоровался с чатом, я просто думала, все равно вы прочитали. Арсханов пишет. Так, Лариса Пасека, добрый вечер, Лялиш, немного пропустила. Добрый вечер. Ибрагим, а то, что мутно видно. Сейчас я не знаю. После эфира разберемся. То, что мутно видно у тебя на ноутбуке. Ну, у меня же на ноутбуке написано, не написано комментарий, что мутно видно. Это пишут. Вот как тебя видно. Не знаю. Как в тумане. Не знаю, вроде бы на его телефоне видно нормально. Не знаю, что-то неудачно. Сам не местный, приблизь. Сейчас не вариант, наверное, приблизить. Так, Али Арсханов, окошко белое рисуется в эфире. Да, она у нас тут разыгралась. Первые несколько дней вообще не слезала, не давала до себя дотронуться, а сейчас прям хозяйка стала. Принцесса наша. Да, Дувка, ну я так понимаю, все уже по-другому не поставить не получается, кажется. Да, просто ноутбук привезли поздно. Новый у нас, новая, это самое, новый, как это называется? Это треножка. И не успели вовремя подготовиться, короче говоря. Сейчас по ходу исправляется все в эфире. Чуть-чуть приблизь просто, наверное, телефон. И вообще сейчас сорвался эфир. Теперь снова. Что сорвалось? Ну, эфир. Связь плохая. Так, Дурка, привет всем. Ну, принцессы все такие. Им королевство подавай. Да, не говорите. Она тут действительно всем заправляет. Ложится там только где хочет, бегает где хочет. Трогать себя лишний раз не дает. Так что действительно принцесса. Как будто бы знали, как ее нужно назвать. Что-то мало сегодня. Наверное, после работы только пришли. Просто я пораньше сделала, потому что Казахстан обычно в это время спит. У меня много из Казахстана подписчиков. Хотелось пораньше сделать, чтобы они были тоже. Так, если что, тут идет перестройка прямо на ходу, вы нас извините. Так, Нурия, плохо видно, видимо, интернет не тянет. Арина, здравствуйте, у вас есть фотографии с вашей свадьбы? С моей личной свадьбы, да? Ну, у меня есть свадебная фотография, по-моему, у меня есть даже в ролике где-то. Дурка пишет, вы ей конкурентку найдите, королева пусть будет, поставить, может, принцессу на место. Хотя, наверное, у вас тогда уже кошачье царство будет натуральное, да, не говорите их. Уже 3 кошки, так что 4-ю я уже не выдержу. И причем 4-й у меня еще маленький котенок в котельне живет. Откуда-то его, кто-то его кинул, видимо, приблудился к нам. В котельне тепло, мы его там подкармливаем, он у нас там живет теперь. Даже эта мышка кричит.
сейчас. Не знаю, пока говорят, что четко, нечетко. Посмотри сам. Так. Очень хорошо стало, Илка. Дурка, привет всем. Тогда пусть так останется, а то скоро кошки вашим каналом завладеют. Вас рабство возьмут, не говорите. Так, сам не местный, Во, говорит, очень хорошо. Опять у Алины Лаптевой почему-то нечеткая картинка. Ты же смазал камеру. Да, я не знаю, что сейчас. Я сейчас вообще не понимаю. Так, мило просто. Мерз маршал, дышек ногчи мягко. Так, ну спасибо. На чеченском, типа, это получается сладкий привет вам из Чечни, перевод. Так, Елена Батырова. Скажите, Лела, как свозили маму к врачу? Вы же к другому хотели обратиться. Как прошел ваш день сейчас? Арсен Эрапетян. Вы не знаете, почему в клипе Ингушетия Лема Нальгиева положила грудного ребенка на землю перед тем, как узнать у вестника, жив ли ее муж? По клипу это часть какой-то древней обычай. Так, Ольга Маркова, все нормально сейчас. Так, друзья, я вам не смогу сказать насчет клипа, потому что я не смотрела его, не могу вам сказать. Единственное, что у нас ребенка, ну, может быть, это был ее свекор или брат свекра или еще что-то типа такого, из-за того, что неудобно ей было перед вестником держать ребенка на руках, наверное. Просто я не знаю, я клип не смотрела, не могу вам сказать ничего. Так, извини, пожалуйста, я что-то не то нажала. Все, по-моему. Так, ну у нас всегда эфир бывает такой. Так, маму к врачу сегодня свозили к другому врачу, да. Гипс, правда, этот же самый оставили, но только перетянули потуже и сказали, чтобы мы через каждые 2 дня его, ну, по-новому перетягивали уже сами. Но еще через 2 недели надо провериться, потому что не срослась кость не срослась. Во-первых, вчера же 2 врача говорили по-разному, и тот, кто первый накладывал шину, не шину, а гипс, говорил, что и оперировать, и ставить на место тоже не стоит. А вчера один терапевт сказал, почему не сделали операцию, но сегодня все-таки второй врач сказал, что операцию бы она не выдержала. Но после того, как снимут гипс, надо будет ей разрабатывать руку мечом, шариком таким вот резиновым, потому что рука, может быть, не будет сильно разгибаться. Вот такие вот дела с мамой. Выписали нам еще там таблеточки какие-то, у нее чуть-чуть иногда болит рука. Во-первых, она не всегда подвешивает руку, она ее опускает, видимо, устает она у нее, а когда она ее опускает, она у нее отекает. Короче, такие проблемы. Но ничего, алхамдулилlah, все будет хорошо, я надеюсь. Так, Ольга Маркова, все нормально сейчас? Так, уже надоели мы, наверное, Ибрагима со своим не видно, не видно. Нет, почему? Мы не имеем права, чтобы вы нам надоели. Это мы можем вам надоесть. Мы должны делать все, чтобы было вам комфортно и удобно. Это вы извините, что у нас так получилось. Просто ноутбука не было у меня, у дочки был, пока его привезли. Короче, проблемы, как всегда. Так, извините еще раз все. Ирочка Владимировна, привет из Волгограда. Добрый вечер. Арина, какая драма разыгралась? Я пропустила. Так, Дурка, привет всем. Племянник на связь выходить не хочет у Лейлы. Вышел уже. Арсен Рапетян. А женщине, девушке перед родственниками, мужчинами по ингушским обычаям не принято находиться с детьми. С детьми принято, но сейчас-то, в принципе, не очень-то придерживаются этого.
просто некрасиво им получается, неэтично держать своего ребенка на руках, ну, перед посторонними взрослыми мужчинами, перед пожилыми мужчинами, например. При свекре вообще мы не берем детей на руки. Ну, сейчас берут, раньше вообще не брали. В мои времена, чуть, ну и раньше моих времен тоже, совсем в давние времена вообще этого не придерживались. У меня было много вопросов про это. Ну а почему, если там ребенок плачет там, или голодный, или еще что-то, но никогда права ребенка, конечно, не угнетаются. Если ребенок плачет, если его надо взять на руки, если он голодный или что-то. Просто тот же свекор, тот же мужчина может выйти, он не то что может, он выходил. Или звал кого-то, кто бы ребенка забрать, чтобы покормить, или уже она уходила потом. Так что вот, ну вот такие вот у нас адаты были. Сейчас, конечно, тоже придерживаются, но не все. Так, Арина говорили, что брать на руки при свекре, да, я ответила уже. Арсен Айрапетян, пусть Аллах даст здоровье вашей маме, спасибо. Виктория Поплавская, так, для руки купите мать живокост, спасибо. Мне еще сегодня писали в комментариях, что хорошо белок домашнего яйца снимать один раз в день, этот гипс, смачивать, значит, бинтик в этом белке, накладывать, а потом и брать гипс, ну и ложить обратно гипс, короче, попробую это тоже. Сегодня не делала, но завтра уже хочу попробовать. Так, Хава Чиниева, привет вам, добрый вечер, Хава. Алина Лаптева, да, маршал был, Резхл. Так, ник русский, а сама, видимо, или ингушка, или чеченка. Маршал был, значит, чеченка, скорее всего. У нас чуть-чуть произношение слов, ну, прописание слов чуть-чуть разное. Хава Чиниева, как ваши дела? Алхамдулилlah, хорошо, хорошо, Хава. Не сказать, что отлично, но хорошо. Так, Виктория Поплавская, эту мазь я на себе испробовала. Был перелом ноги. Хорошо, я обязательно ее возьму. Это моя жизнь в Ингушетии. Не узнала, нет, не узнала. Теперь вспомнила Алина Лаптева. Да, тебя давно не было, вот поэтому и забыла. Почему тебя нет? В комментариях хотя бы. Как у тебя дела? Тут это Алина, а ты-то вообще-то Амина у нас, по-моему. Так, Арсен Айрапетян. Лила, спасибо большое. Этот вопрос с ребенком, их клипа Лема меня очень интересовал. Очень ценная информация для меня. Пожалуйста. Нет, я знаю, что ты удалилась с блогерства, но можешь же появляться просто так у меня или в комментариях, или в личку написать, чтобы я тебя не забывала, по крайней мере. Начинай снова. Так, мило просто. Лила, я новенькая, подписала совсем недавно. Как я поняла, у вас 2 дочки замужем и сын 1 женат. Почему никогда не видно вашей снохи? Нет, мой сын не женат. Ну, он был женат, но развелся сразу, буквально через 2 месяца. Недолго не прожили вместе. Понятно, что по паспорту. Хава Чинива, что Хава Чинива ингушка, я поняла. Я про Алину говорила. Чинив, я знаю, что ингушка. Алина Лаптева, я смотрю, но не пишу. Ладно, ладно. Я сама не люблю писать, если честно. Смотреть смотрю, но чтобы эти комментарии не писать, я просто сейчас, как только стала блогером, стала понимать, что это важно все-таки писать комментарии, но не пишу. Хава Чинива, я тоже новенькая. Спасибо большое, девочки, всем новеньким. Надеюсь, вы со мной останетесь. Для меня это очень важно. У меня много новеньких. Нет, я живу в частном доме, Хава, спрашивает, вы в квартире живете? Нет, я живу в Кантышеве, в селе, в частном доме. Сивиль. Как самочувствие у мамы? Внучка подросла. Машаллах, за собой протирает стол. Умница, ваша заслуга. Да, в принципе, не моя заслуга, но я, знаете, очень довольна, как ее воспитывает мама все-таки.
хорошо воспитывает дочку, пока она... Так. Так, Хава Чинеева, сколько вас в семье, да? Ну, у меня 5 детей, 3 сына, 2 дочки. Получается, здесь у нас со мной еще живет деверь и моя мама, и я. Если новенькая, не знаю, смотрела я, нет, мужа у меня нет уже 15 с лишним лет. Так, Алина Лаптева, по твоему рецепту планирую приготовить кукурузные галушки. Попробуй. Ленка Бокова, так, это моя подписчица, которая часто пишет мне комментарии. Так, добрый вечер, Лейла, и все, кто в чате, и кто ну, в эфире в чате. Добрый вечер, Ленка, большое, спасибо, что зашла. Лариса, добрый вечер, добрый вечер. Алина Лаптева, обязательно попробую. Так, Лидия Колтунова тоже давняя моя подписчица. Лила, добрый вечер, рада очередной нашей встрече. Я тоже очень вам рада. Спасибо всем, друзья, что вы ко мне зашли, что вы меня поддерживаете. Спасибо всем, кто пишет комментарии. Я уже действительно не могу каждый день не снимать, не разговаривать. Сегодня сняла такой влог разговорный с вами, делая пирожки, разговаривала с вами. Даже не хотелось выключать телефон, но длинный ролик тоже нельзя. Так, Лариса. Так, Швили, по-моему, да? Извините, если я неправильно произношу. Почему у вас живет дивер? Ну, это такой, знаете, щепетильный вопрос. Ну, вот он живет со мной. Так. Алина Лаптева, я многому чему у тебя учусь. Ой, спасибо, Алина. Амина, я тебя Аминой буду звать все-таки. Я даже не думала, что у меня можно чему-то научиться. Хава Чиниева, здоровья вашей маме. Спасибо, Хава Сахалка. Севиль. Я халву готовила по вашему рецепту. Скажу, получилось вкусно. Скажу, получилось вкусно. Сестра в гостях была с Баку. Ей понравилось. Она сразу подписалась к вам. Спасибо большое, Севиль. У меня вот вчера был заказ на халву и лепешки. Теперь жалею, что не взяла. Побоялась взять ответственность, чтобы вот, на какое-то мероприятие, наверное, надо было. У меня был в Инстаграме запрос. Моя младшая дочка написала, что я делаю, могу на заказ сделать. Но не рискнула я. Немножко поленилась, если честно. Не знаю, мне даже вот некоторые пишут, что именно вроде бы много этих, ну, показывают, много нас, блогеров, которые показывают, как делать лепешки, но даже мои знакомые девчонки говорят, что вот именно как ты показала, я научилась делать. Еще один был комментарий, не помню, кто мне писал, что вот у меня не получалось делать лепешки эти, а потом я поняла, в чем, ну, она говорит, я поняла, в чем ошибка, по-моему, там в прямом эфире говорилось, что слишком быстро муку кидали в этот, ну, тесто слишком быстро замешивали. Так что, оказывается, у меня есть какая-то жилка и объяснять. Я думала, не умею объяснять. Так. Хава Чиниева, вам лайков много. Спасибо, Хава. Ева Браун, Лейла, добрый вечер. Вам добрый вечер, Ева. Так, у вас кот? Да у меня огромный один кот, и теперь еще 2 котенка мне подарили. Так, Севиль, Олег Первый, беритесь за заказ, тем более, что получается. Если честно, сегодня пожалела, что не взяла. На халву у меня был, конечно, первый заказ. Я никогда халву на заказ не делала. Просто дома детям делаю. Я даже боюсь халву делать на наши мероприятия, когда вот как-то все-таки ответственно, и боюсь брать. Ну, лепешки делала, лепешки, пирожки на любые мероприятия делаю. Но вот халву боялась как-то для посторонних делать. Лидия Колтунова, вы к себе очень строги, делайте заказы, не волнуйтесь. Дело в том, что я не строга к себе, я просто очень, ну, может быть, это некрасиво звучит, я очень ответственна и просто боюсь того, что, ну, вдруг не понравится все-таки, не так выйдет. А у людей какое-то мероприятие. Боюсь подвести людей, если честно. Горянка Чечни, всем добрый вечер. Лила, рада вас видеть. Спасибо, Макушка.
Горянка Чечни. Хорошая девочка, друзья. Подписывайтесь к ней тоже на канал. Оксана Баланюк. Я вас очень люблю. Хорошего вечера и спасибо вам за все. Спасибо большое, Оксана. Я вас всех тоже заочно, хотя я вас не видела никого, очень люблю. Мило просто, очень уютно у вас на канале. Спасибо. Галина Рубальченко. Здравствуйте, Лилочка. Наконец я тебя вижу вживую. Так, значит, вы первый раз у меня на эфире и, наверное, новая подписчица, да? Юлия Россия. А где Моська? Моську в студию. Так, Моська я точно не знаю где. Вроде бы и на кухне его не было. Он уже у нас такой кот серьезный. Ему надо еще и границы свои отмечать, чтобы другие коты не заходили. Так. Лариса, берите за любые заказы, нарабатывайте клиентскую базу. Да, об этом мне точно дочка целый час лекцию читала. Начинать-то, говорит, надо с чего-то. То ты, говорит, жалуешься, что у тебя заказов нет. Я говорю, ну, не знаю, у меня хватит таких вот этих заказов, что с заморозок. Она говорит, ну, с заморозок, еще и это, тебе же не мешает копейка. Короче, мы вчера с ней спорили, заказ я так и не приняла. Хава Чинива, сколько кошек есть у вас? Ну, у нас был один излюбленный, огромный кот, которому 7 лет, 8-й год. И я вот как-то сидела с дочкой, сидели мы, я говорю, я хотела такого маленького бы котеночка. Потому что когда Аишка у нас бывает и уходит, ну, бывает скучно. А котенок все-таки маленький, как маленький ребенок. А так получилось, что мне даже аж двоих привезли. Сначала маленького парнишку привезли, а потом вот уже большую принцессу. И теперь у меня аж 3 кошки. Так, Лина. Так, Алина Лаптева 100 рублей прислала. Алинушка, ну зачем, Амина? Спасибо тебе большое, Сахалка. Так, Лина, ассалам алейкум, Лейлуш, валейкум ассалам. Так, Валентина Сирина, добрый вечер, всем, кто в чате. Добрый вечер, Валентина. Я давно не вижу от вас комментариев. Как вы, как ваши дела, как ваше здоровье? Границы отмечать, рассмешила ты меня. Ну, они же дерутся за свою территорию, все-таки коты такие, они не пускают чужих котов. Если уже взрослый кот во дворе, то он чужого кота не пустит, это его границы. И они дерутся до потери, прямо вот иногда так дерутся, что и уши разодраны бывают, и черти что с ними происходит. Ну, наш Моська пока держится. Так. Дурка, привет. Не удивилась, если Моська на Ибрагима похож. Так, ну, единственное, что так только не габаритами. У нас Ибрагим худой, а Моська уж упитанный. Нина Сивичева, всем доброго времени суток. Добрый вечер всем. Так, Оксана Баланюк. Очень уютно с вами, тепло. Я с вами и готовлю, и живу. Спасибо, Оксана. Так, Лязат Оспанова, да? Добрый вечер вам. Добрый вечер, Лязат. У меня много девочек, которые вышли со мной в WhatsApp, в личку общаются. И такая хорошая тоже женщина со мной общается. У меня, знаете, она сегодня со мной так пообщалась, поговорила, ну, именно о блогерстве, о том, что как и это. И она меня сегодня даже вот как-то вдохновила, и немножко даже мне стало как-то, как бы сказать, я даже не знаю, ну, захотела снимать и работать, и показывать, и делать что-то. А то иногда бывает, что, вы знаете, вот иногда хочется, ну, не хочется, а просто не знаю, что показать, ну, что рассказать о себе или еще что-то. По идее, по-моему, если вы уже со мной, значит, она мне так и объяснила просто, ну, мы к тебе как соседки приходим в гости, так что показывай свой каждый день, ничего придумывать, ничего такого делать не надо. Так что, друзья, если вы согласны с этим, вот кто у меня сейчас в эфире, скажите мне. А то я иногда бываю в замешательстве, что же мне делать, как мне снимать и что мне снимать. Так, Алекса Фет, здравствуйте, Лела, успела на эфир. Добрый вечер, Алекса. Так. Нет, Алина, ну, читаю, как есть, пусть будет так. Алина, старый номер восстановила ты? Нет, не восстановила. Очень жалко, конечно, этот номер, не знаю, успели. Просто у меня нет времени поехать туда.
Пока я утром управлюсь, время обеда. Как только с обедом справлюсь, уже время ужина, и практически никакого времени не остается. Тем более, что вот еще из-за того, что у мамы рука сломана, у меня чуть-чуть больше хлопот, чем раньше. Хотя мне очень помогают мои мальчики, честно признаюсь. И не из-за того, что хвалюсь, вообще-то не надо было, конечно, при них, но пусть будет. Времени уходит много. Так, Анна, здравствуйте. Давно вас смотрю, но никогда не пишу комментарии. А сегодня вот захотела сказать вам, что вы замечательная. Нет в вас суеты, но есть редкое сейчас качество, чувство достоинства. Спасибо большое, Анна. Огромное вам спасибо. Так, в гостях у Сони. Всем доброго вечера. Кто в чате? Надеюсь, я немного пропустила. Нет, Соня, ты немного пропустила. Так, друзья, Соня – это моя сноха, жена старшего брата. Соня тоже блогер, девочки, и она очень вкусно готовит. У нее очень оригинальные блюда. Заходите к ней, посмотрите. Часто в моем сообществе стоят ее рецепты. Действительно, она очень вкусно готовит. Так, Лариса, Лейла, зайдите на канал Диана Строгая. У вас, конечно, другая ситуация, но Диана отлично мотивирует на зарабатывание денег своей продукцией. Ну, я была, ну, иногда смотрела ее раньше, сейчас просто не успеваю, потому что когда я не была блогером, еще как-то успевала кого-то смотреть, а сейчас у меня очень много друзей, подружек, именно блогеров, которых все-таки мне хочется посмотреть, хочется их поддержать, и поэтому времени на других уже незнакомых блогеров у меня практически не остается. Ну, у Дианы Строгой там уже такое производство, я еще далека от этого или до этого. Во-первых, нужны какие-то финансовые вложения, чтобы было хозяйство уже большое. С одной коровы из того, что у меня есть, не разгонишься. Ну, можно было, я так смотрела, да, можно купить коптильню, можно этим чем-то заниматься. Ну, может быть, по ходу, когда немножечко мне будет попроще. Если бы была еще женщина в доме, еще хотя бы дочка или сноха, конечно бы я бы как-то именно только хозяйством бы занималась и расширилась бы. Но с 3 мужиками я практически не успеваю ничего. Так, Алексов, спасибо за подсказку. Как-то в одном ролике вы сказали, слушать суры очень успокаивает. Да. Ирки Ницца, Франция. Добрый вечер, Лила. Приветствую всех, кто в чате. Добрый вечер, Ира. Спасибо тебе большое, что зашла. Так, друзья, обычно меня спрашивают, какие я смотрю каналы. Вот канал Иры, все ее влоги, все ее ролики, я ни один не пропускаю, и мне очень нравится. Не знаю, из-за того, что я живу в таком месте, что мне очень нравится, как она показывает Францию, море, убери его. Так что зайдите к ней, если что, тоже. Иркис Ницца, Франция, называется ее канал. Может быть, вам не нравится, что я как-то рекламирую их, но мне все-таки хочется говорить о тех блогерах, которых я люблю. Особенно даже не просто блогеров, а девочек, которые всегда меня поддерживают. Так, Горянка Чечни, я все смотрю, все ваши влоги, рецепты. С меня всегда лайк. Спасибо, Мака. Горянка Чечни, я тебя тоже всегда смотрю. Валентина Сильна, спасибо, Лео, за поддержку. Потихоньку восстанавливаюсь. Хочу всех католиков поздравить с Рождеством. Желаю всем здоровья, выдержки, терпения в наше непростое время. Так, да, друзья, я тоже хочу поздравить вас всех с праздником. Хоть это и не наш, не мусульманский праздник, может быть, кто-то мне что-то скажет, но все равно, у кого есть этот праздник, я их поздравляю. Так, что-то я пропустила, да? Да. Гашка, что-то у меня глючит. Так, Валентина Сирина, Иринка, привет. Ирина пишет, ставим лайки, друзья, не забываем. Спасибо, Ирина. Дурка, ой, опять я не знаю вашего имени, по-моему, я вас спрашивала. Вы сами наш неповторимый оригинал, таких больше нет. Спасибо, Дурка. В гостях у Сони, спасибо. Белка на море. Добрый вечер, Лела, как ваши дела, как здоровье? Знаете мой канал? Знаю.
Белка в море, давно подписана, но пишу в первый раз. Вот этого я не знала. Я на вас не подписана, скажу честно. Но я вас несколько раз видела, как вас рекламирует Хадижа. Ну, к вам я не заходила, извините. Зайду, посмотрю. Так, Анна, даже сегодня, по-моему, вас Хадижа рекламировала. Анна Андреева, привет из Дагестана, добрый вечер. Так, да, поскорее невестку вам надо хорошую, хоть помощь была бы вам. Я даже боюсь, что мне будет трудно найти невестку, потому что хозяйство у меня, и сейчас девочки же не хотят заниматься хозяйством. До того, 2-3 года тому назад, мой сын все-таки убрал все мое хозяйство, только чтобы вот не было никаких претензий, что большое хозяйство, что сноха не выдержит, то все. Но даже без хозяйства она почему-то не захотела жить. Ладно, не будем о невестках. Так, Марина Холина, добрый вечер, Лейла. Подписана на ваш канал уже месяц. Очень нравится, как вы рассказываете о своей жизни, о своих родных. Очень теплый и уютный канал у вас. Спасибо большое, Марина. Так, Ира пишет, спасибо большое за отзыв, Лейла. Я тоже тебя всегда смотрю и вспоминаю детство. Да, ты всегда мне пишешь хорошие комментарии, Ира. Алекса Фед, расскажите о себе, где учились, как вы вышли замуж. Очень вас интересно слушать. Расскажу. Так, Ибрагим. Сейчас, минуточку. Кристина Каргина, здравствуйте. Я из Чувашии. Вы мне очень понравились. Добрый вечер, Кристина. Спасибо большое. Так, Ирина отвечает, Валюша, приветствую вас. Юлия Россия. Ибрагим лучше сам в студию, чем котенка. Юлия тоже моя давняя подписчица, преданная, как я вижу, всегда у меня и комментарии от нее, и в прямом эфире она со мной. Спасибо большое, Юля. Лариса, очень хорошее дело, автоклав для себя и на продажу. Консервы очень хорошо идет. Да, и автоклав мне хочется купить, но это чуть-чуть попозже, когда я так разрулю свои денежные проблемы. Я об этом, обо всем как-то вот задумываюсь, чтобы, да, в действительности, и чтобы делать тушенки, тоже хорошо. И хочу еще купить для сушки такой аппарат, не знаю, как он называется, сушить и ягоды, и фрукты, и овощи, тоже мне нравится. Так, Валентина Сидорина, да, у Ирины из Ниццы прекрасный канал не только познавательный, но и кулинарный. Ну, да, да, и готовит. И вообще у нее действительно, вот когда я захожу на канал к Ире, мне кажется, я просто прихожу к ней в гости, просто вот к давней подружке. Мне так интересно и тепло бывает. И даже вот когда я у них бываю на прямом эфире, мне кажется, что я вот точно пришла к ним в гости и сижу вот именно с Ириной и с ее мужем Николаем. Очень приятные люди. Так, Кристина Каргина, мы сегодня готовили манты по вашему рецепту. Получились, я надеюсь, вкусные были. Дурка, привет всем. Я бы очень хотела себе такую свекровь. Жаль, возраст не позволяет мне ею стать. Это сарказм без лишних фантазий. Жалко тогда, вот если бы желала кто-то вот так вот выйти замуж за моего сына, чтобы я была свекровью, я была бы не против. Хотя вам опять-таки не хотелось бы об этой снохе говорить, конечно, но все-таки сноха, которая у меня была, когда выходила замуж за моего сына, говорила, ну, за сына, у которой есть такая мама, я готова выйти и все выдержать, но тем не менее ей не понравилось у нас. Так, Ира пишет, Валентина Сирина, благодарю, зашла Лейлу поддержать, а тут столько комплиментов, спасибо, девочки, за поддержку. Пожалуйста, Ира. Так, Алекс Фетс, делайте видео о перепелках, как начала, какие проблемы, как клетки устроили корм, вообще интересно было бы. Вы знаете, просто в перепелках я не разбираюсь, ими начал заниматься мой сын. Ибрагим, там Алина написала, Алина, свой номер телефона, запиши мне его. Он очень хочет развить эту тоже свою, как бы, свое хобби, заняться перепелками, но тоже у нас упирается пока в денежные проблемы, потому что клетки дорогие, но перепелята-то еще не такие дорогие, можно было бы приобрести, но вот нужно вложение кое-какое. Опять, ну вы извините, что я не жалуюсь, но просто говорю, что есть пока вот денежные проблемы.
хотелось бы тоже. Так, где я училась, был вопрос, я не ответила, сейчас отвечу. Так, Татьяна Маркова. Всем добрый вечер, с удовольствием смотрю вашу передачу, очень позитивный канал, спасибо, что после просмотра всегда хорошее настроение. Большое спасибо вам, Татьяна. Юлия Россия. Лейла, с вами очень приятно общаться и смотреть. Лично мне пора идти на работу, но не могу от вас оторваться. Спасибо, Юля, идите на работу, конечно. Так, у нас, видимо, разные времена сейчас, как бы это сказать, в разный временный пояс, где-то в другом месте, наверное, живете. Так, Дурка, привет всем. Ну, главное же с вашими сыновьями поладить, это самое сложное, а хозяйство дело наживное. Не с рождения же люди... Так. Умеют хозяйство вести, учатся же все. Алекс София, девчата могут сказать одно, посмотрев Леру, сразу становлюсь домовитой, хозяйственной, заразительной. Это спасибо. Валентина, да, вы, Лила, правы, как заходишь на ваш канал и канал Ирины, все как-то по-домашнему, уютно, тепло и вкусно. Спасибо, Ирина. Ой, Валентина. Дурка, привет всем. Алекса, вы правы, я ленивая была, а сейчас после знакомства с каналом Лила прям домовитая такая стала, все делать не лень. Спасибо, девочки. Так, София Ротару, добрый вечер, Лила, добрый вечер. София тоже моя давнишняя подписчица. Так, Юля Россия, нет, часовой пояс один, просто у меня ночная смена сегодня. Юля, да. Ну, единственное, что вот я вот не могу ночью что-то делать. Раньше еще, когда была помоложе, лет 10 тому назад, почти всю ночь делала закатки, которые, ну, потом я продавала эту продукцию тоже, я этим занималась, заготавливала на зиму все, перерабатывала все эти овощи, которые вот остаются у меня после продажи. Вроде бы до 2, до 3 ночи занималась и не уставала, и спать не хотела. А сейчас вот как только стемнеет, меня уже тянет ко сну. Вот видите, это все-таки старость. Так, пока нового комментария нет, буду отвечать, наверное, на тот вопрос, который я пропустила. Так, Алекса Феста, с наступающим вас и вашу маму, вас и вашу семью. Спасибо большое, вас тоже также. Здоровья и бараката вам. Вас тоже я поздравляю, всех вам благ тоже. Так, Валентина Сирина, не забываем ставить лайки. Спасибо большое. Так, что-то я тебя хотела спросить и забыла. Сохранил. Так, Лейла Коригова, самый уютный канал. Я очень рада знакомству с вами. Спасибо большое, Лейла. Я тоже рада. Значит, где я училась? Я просто окончила школу и не добрала балла до поступления в университет. Потом год работала. У нас был такой какой-то... Я точно сейчас не смогу сказать, что это было, но я работала в ковровом цехе. Там делали ковры и делали одеяло. У меня соседка там работала, и я со своей одноклассницей, с ее мамой ходила туда на работу. Потом в следующий год хотела поступить, но мне брат не дал поступить, если честно. Об этом мой отец не знал, что он мне не дает разрешения поступить. Короче, все уже было поздно поступать куда-то, когда мой отец узнал, что из-за него я не пошла уже второй год поступать. Год был потерян из-за того, что я не добрала баллы. А на второй год вот он мне сказал, если ты хоть слово скажешь отцу, тебе не поздоровится. И поступать мне тоже не дал. А потом, когда об этом узнал отец, было уже поздно. Отец тоже пошел на принцип, почему через мою голову не разрешили ей куда-то поступать. И я пошла учиться ну тогда в колледже не было, было училище, бухгалтерское училище. Но я его не закончила. Оставалось где-то 1,5 месяца до того, как я закончу. Меня засватали. И хоть и сказали тогда, что продолжу учиться, но и продолжить там тоже учиться не дали. Хотя я заканчивала это училище на красный диплом. И моя руководительница классная тогда в этом училище метила меня в академию в Москву, чтобы я поступала. И своему племяннику какому-то тоже. Вот. Ну, я его не видела, не знаю. Вот такие были тогда времена. Мужа своего я видела только минут 10-15 будущего мужа. Не была с ним знакома, лично с ним вообще не разговаривала. Просто они пришли,
типа насмотрены с моим родственником. Сейчас он, ну, он у меня родственник так и по отцу, по моему отцу считается двоюродный, троюродный брат мне. И зять, муж моей, получается, заловки старше. Это моя заловка сделала нам это сватовство. Сейчас я дальше продолжу, только а то у меня уже накапливается много. И вообще не накопилось. Что-то глючит у меня это. А вот сейчас. Так. Так, сейчас, минуточку. Так, Мария Сирота, наверное, если не ошибаюсь, или Сирота. Я мотивируюсь вами, хотя иногда ничего не хочется делать, а потом включаю вас и иду все делать. Спасибо вам за канал. Спасибо большое. Аниса Сафина, Сердик Хел Халила. Хел Сердик. Короче, добрый вечер, она ответила. Она мне сказала, я ей ответила добрый вечер. Кухня для большой семьи. Сердик Хел Масыне. Так, Хел Сердик, короче, всем добрый вечер. Дурка, привет всем. Уже месяц мечтаю к вам съездить в гости уже. И молюсь, чтобы это... Ибрагим! Мечта сбылась, но с ковидом этим и проблемами уже у меня же ничего получается. А жаль очень. А где вы живете? Жаль, конечно, если... Так, гостям я всегда рада. Кухня для большой семьи. Добрый вечер всем. Мария Сирота, расскажите, пожалуйста, какие напитки вы пьете на свадьбах? Кроме алкогольных все. Соки, воды, минеральные воды, лимонады, компоты. Кроме алкогольных. Чем угостить? Угостят уже. Как и чем угостят. Квас иногда бывает летом. Любовь Денисук, с наступающим вас с Новым годом, здоровья вам и всем и мира. Спасибо, Любовь, вас тоже с наступающим. Дурка, привет всем. Так и знала, что вы в молодости на расхват невестой были, да, ну прям. Валентина Сирина, да, приятно слышать добрые слова, ваш Лейла адрес. Подписчики ценят вас, а нам очень хочется знать ваши обычаи, ваш быт и как вам живется в вашем крае. Спасибо. Хорошо. Ольга Маркова удалила сообщение. Кухня для большой семьи. Лейла, я лайк поставила. Спасибо большое. Так, Ира пишет, Валентина Сирина, согласна, Валюша, я хоть родилась и жила в Чечене, Ингушетии, но многое не знала, узнаю от Лейлы. Так, Дурка, привет всем. В Сибири живу, рядом с Красноярским краем, южнее Красноярского края. Ух ты, вы далеко. Так, Виктория Гузенко, тоже моя давнишняя и хорошая подписчица. Добрый вечер, очень люблю вас смотреть. Здоровья маме и всей вашей семье. Привет с Украины. Спасибо, Виктория. И я знаю, что вы у моей снохи тоже в подписках и часто ей пишете. Спасибо большое. Алекса Фед. Так, Фед, у вас столько мудрости и такая грамотная речь. Хочется всегда быть на связи, общаться, и обаяние природное очень притягивает. Спасибо большое, Алекс. Так, Райхан Исакова. Ассаляму алейкум, Лейла. Смотрю вас с большим удовольствием. Ва алейкум ассалам. Райхан. Райхан, у нас была соседка хорошая такая, Райхан Озиева. Вспомнила по имени. Одноклассник у меня был у них. Не знаю, кто-то меня смотрит или нет. Так, друзья, и еще раз, пока вспомнила это, мне очень, я и в том эфире говорила, нам очень нужно найти одного человека. К сожалению, если бы мы знали фамилию, было бы проще. Но кто, если из Чечни, особенно из Аргуна, мне нужен человек, его нужно очень мне найти. Лейла Коригова, я представляю к вам, как вам было обидно не закончить учебу, но вы ничего не потеряли. У вас замечательные дети, значит, всему, что ему так было угодно. Ну да, ну, конечно, я тогда жалела, тогда переживала. Ну, значит, так и должно было быть. Как идет, так и идет. Если честно, я даже жалею, что после смерти мужа не поступила никуда. Вот теперь я жалею об этом. Нужно было тогда уже поступать. Но опять-таки, наверное, так было суждено Аллаху.
Так, кухня для большой семьи. Лейла, как ваша фамилия? Так, по мужу я Яндиева, а так я пишусь Албакова, но ингуши меня поймут, Тейпах Яхамхоева. Но пишемся мы Албаковым. Когда я осталась без мужа, мне было 38 лет. Вот тогда еще не было поздно куда-то поступать. Но теперь уже ничего не сделаешь. Как есть, так есть. Поэтому очень хотела, чтобы выучились мои дети. Хотя не все они выучились. Ибрагим! Ибрагим! Так, Ирина спрашивает, Лена, как мама себя чувствует? Ничего, хорошо. Да. Ибрагим, вас слишком сильно слышно. А всё. Что ваш смех, что ваши телефоны. У него гости сегодня. Сегодня вот, я думала, ей надо будет менять, но он гипс, говорит, не надо менять, врач сказал. Просто забинтовать потуже, потому что за 2 недели гипс ослаб, а рука еще не срослась. Так, извините, конечно, Дурка, привет всем. Услышав вашу фамилию, прям ассоциация с Индией в первую очередь в голову пришла. Яндиева, когда, ну да. Кухня для большой семьи. Наши родственники живут в селе Яндиевы. Так, в Кантышево, да? Но это местные, что ты хочешь? Я-то лет 15 только здесь живу, хотя уже пора бы узнать людей, но я очень мало кого знаю здесь. Просто те, что живут здесь, некоторые близкие даже родственники, двоюродные братья моего мужа живут, а кто вот в старом селе живут, я их практически не знаю. Мальчики знают, но я как-то не знаю, они вот общаются с парнями, они их знают. Я так мало кого знаю. Но если, может быть, вы назовете, могу и узнать у кого-то. Так, Арина, для сушки дегидратор и пастилу можно делать. Да, много чего там можно делать. Я видела у многих блогеров, и пастилу видела, и просто... Вообще мы очень любим компоты из сухофруктов именно. Вот я даже покупаю сухофрукты, хотя у меня есть замороженные ягоды, но вот вкус компота из сухофруктов мне очень нравится. Особенно, знаете, с чем? С пирогами с мясом, вот с такими вот выпечками. Именно вот компот из сухофруктов, вот сочетание. Фетчины, которые вот с мясом я делаю, тоже вот именно фетчин и компот из сухофруктов, прям вот холодный компот из сухофруктов. Так, Мария Сирота. А когда развод и есть дети, то они остаются с мамой или с папой? Как у вас по правилам? Расскажите, пожалуйста. В большинстве случаев, конечно, дети остаются с папой. В большинстве случаев. Но бывают случаи, что и с мамой. Просто по-любому отцы своих детей стараются, ну, не отдают, особенно мальчиков, не отдают женам. Но есть случаи, в которых и с женами, и с мамами они живут, и приезжают, и к отцу приезжают. Это как уже как получается. Так, Дурка, привет всем. Думаю, я вас удивлю, Лейла, я из рода Мангуш, тоже довольно запоминающаяся фамилия, думаю, наверное. Мангуш, да, интересная. Похоже на нашу ингуш, да? А кто вы по нации, по национальности? Так, я пропустила что-то. А вот, кухня для большой семьи. Инди и Ваха, их несколько братьев. Ой, Ваху не знаю. Я Тувинка. Ага. Мангуш. Значит, Тува. Красноярский край. Ага. Понятно. Тишина, затихли все. Куда все ушли?
Знаю, ну, я слышала, конечно, про Туву по телевизору смотрела. Племянник мой что-то опять пропал. Так, думаю, не очень хороший. Так, Дурка, привет. Про нас говорят, не знаю. Я не слышала про вас плохое. Мария Сирота. А потом девушка может еще выйти замуж или как? Вы знаете, девушка, конечно, выходит замуж. Если она ушла без детей, она, конечно, если она хочет, может выйти замуж. Если не хочет, то не выходит. Но практически с детьми у нас, конечно, замуж очень, ну, практически не выходит. Если она живет с детьми, то все, уже она живет с детьми. Но если она соберется выходить замуж, опять детей отдают отцу, ну, отцу. Поэтому с детьми замуж у нас не выходит. Исключения есть, конечно, я слышала несколько семей, что вот взяли с детьми, но все равно не берут. Даже не выходят, не то, что не берут. Только привет всем. Думаю, не очень так, когда я прочитала. Карлагыш Турибаева. Доброй ночи. Так, я правильно прочитала? Извините, Карлагаш. Ага. Карлагаш Турибаева. Доброй ночи, Лейла. Если сыновья ваши женятся, много денег надо? Ну, прилично. Не меньше там 500-600 тысяч точно надо, если не больше. Так, Дурка, привет всем. Наша республика ведь первое место по преступлениям занимает в стране уже который год подряд. Ой, вы знаете, вот таких подробностей, конечно, я не знаю. У вас это пишет Дурка. Привет всем. Не знаю, не могу вам ничего сказать, потому что, вы знаете, я сейчас очень редко смотрю телевизор, и, по идее, вот все вот эти новости тоже пропускаю. Так, Ольга Маркова, вы вообще не празднуете Новый год? Вы знаете, если сказать, что не праздновала, это будет вранье. Аллах это все равно видел и знает. Праздновали. Ну, последние года два, ну, как сказать, праздновали. Сказать в таком понимании, как вот все празднуют, нет, конечно, но обычно накрывали стол, мы садились, пили соки, выпивали там эти компоты или газированные напитки, только не выпивку, конечно. Я имею в виду свою семью, я не буду обобщать. Все это делалось, и елочка ставилась для детей, но вот последние года 3-4 это не делается, даже, по-моему, чуть больше, лет 5. А сейчас, ну, именно я говорю в своей семье, я не могу сказать про других. Кто-то празднует, кто-то не празднует. Если честно, то иногда вот выйдешь перед Новым годом к нам на рынке, в магазины, людей очень много, покупают много, значит празднуют все-таки. Но не в том понимании празднуют, что выпивают, просто накрывают столы, собираются свои родственники. В этом ничего такого, по-моему, нет. Хотя сейчас и это осуждается. Не знаю. Так, Кавказ Худлила, случайно зашла, у тебя эфир. Рада тебя видеть, как твое здоровье. Алхамдулилlah, Зулихан, спасибо большое. Вот кто мне подсказала, хотя я и знала, но все-таки я давно не слушала никаких сур. И Зулихан, Кавказ Фуд, тоже канал очень позитивный, очень спокойный, женщина прекрасная. Она мне посоветовала в тот день поставить суру Аль-Бакара. Я поставила, и клянусь вам честно, мне было настолько в тот день хорошо, что я действительно ей благодарна. Очень благодарна. Если что, зайдите к ней, посмотрите, как она готовит. Ну, если понравится, конечно, подпишитесь. И извините, что я вам так многих рекомендую. Это я рекомендую вот на данный момент в прямом эфире только тех, кто мне нравится, действительно, которым я сама благодарна и сама смотрю. Так, Лариса, а по каким причинам разводятся, когда есть дети? Ведь женщина знает, что дети остаются с отцом. Так, я сейчас отвечу. А вдова с детьми тоже не может выйти замуж? Так, если с детьми, конечно, не вдова, у нас не разведенка, замуж не выходит. Потому что
забирать с собой детей чужой фамилии у нас не принято. Замуж может выйти, и вдова может выйти замуж, и разведенка может выйти замуж. Это не осуждается, это возможно, это можно делать, но женщины выбирают между мужем и детьми своих детей, конечно, потому что замужество, какое может быть замужество, например, если у тебя остается 5 детей, и ты с ними можешь просто так в один день расстаться. Никакого, ни о каком замужестве, особенно вдове, даже в голову не приходит, я вам признаюсь честно. Ну, а разведенные я не знаю. Разводятся почему? Причины разные, конечно, разводов. Как и у всех, причины разные. Мы же такие же люди, как и все. Многие терпят ради детей, поэтому и у нас очень мало разводов, по большому счету. Особенно у ингушей мало разводов, потому что именно... Но сейчас уже последние годы нам, нашим ингушским девочкам-разведенкам, выйти замуж не так сложно, как раньше. Раньше нас, наших девочек-разведенок, брали уже замуж только пожилые, взрослые дядьки, ровесники и незамужние, ой, незамужние, говорю, неженатые парни раньше не брали наших разведенных. Сейчас уже вот практикуется, что и парни берут разведенных девушек замуж, и ровесники берут, не обязательно за стариков выходить замуж. И поэтому раньше сильно держались за свои места. Что бы там ни происходило, если тем более есть дети, то девочки держались за эти места, не уходили, не оставляли своих детей, даже если и бездетно, старались остаться как-нибудь, перетерпеть. И поэтому раньше разводов было меньше. Сейчас, конечно, очень много. В последнее время у нас уже разводов. Очень много, конечно, это есть нехорошо. Так, Дурка, привет всем. У нас почти так же на разведенках с детьми женятся редко. На примерах своих родственников ни одного такого случая не видела вообще, да. Так, Марина Холина. Мария Сирота. Такие вопросы задают, которые мне интересны тоже. На других каналах мусульманских женщин, если спросишь что-нибудь, да такой град камней получишь, просто ужас. Ну почему вы ничего такого не спрашиваете, чтобы был прямо град камней? Кавказ Фуд, рада, что тебе стало легче, Маша. Спасибо, Зульха. Дурка, привет всем. Детей растят либо родители девушки по обычаям, так много можно было, а вдовы вот без детей замуж тоже идут, у родственников мужа оставляли. Ну, есть такие случаи, конечно, если они оставляют, есть исключения, если хотят замуж. Я же и говорю, не запрещается им выходить замуж. Если выбирают между мужем и детьми, выбрали мужа, они выходят замуж. Конечно, они потом и встречаются с детьми, и такие случаи есть. Но я говорю, в основном живут со своими детьми и не выходят замуж. В основном. Но есть исключения из правил. Это да. Ну, не из правил, а есть исключения просто. Конечно, у каждого своя жизнь, у каждого свой путь. И это не говорит, что это там плохая мама или еще что-то. Значит, такая у нее судьба, значит, так суждено ей было выйти замуж. И это не в ее руках даже. Значит, так надо было. Вдовы без детей, конечно, имеют право выходить замуж, да, и выходят. Для чего им сидеть? Если у них нет детей, конечно, они будут выходить замуж. Так, Дурка, привет всем. Эх, жалко, когда разводятся, ведь детям хуже всех всегда. Ой, не говорите, у меня же был такой же пример. Моя дочка развелась, когда ее мальчику было 4 года, и, по-моему, 6 лет была в разводе. И вы знаете, было очень сложно. Ребенок всегда хочет, что, во-первых, он хочет и маму, и папу. Вы знаете, вот я хоть и не говорила, вот сегодня говорю об этом первый раз, у меня разрывалось сердце, когда я видела, я чувствовала, что мальчик хочет быть и с мамой, и с папой. Он приезжал к нам, вот приезжал к своей матери, приезжал часто, но он все равно рвался к себе домой, к своему отцу. И он не мог, вот, и я ему очень благодарна, то, что он сделал, я вам чуть попозже расскажу. Мне было больно на это смотреть, было очень больно, хоть я это и не высказывала, потому что, ну, мальчик такой умненький, что в действительности он хотел
Да любой умный, ну, неумный ребенок не знает же, что, почему и как разводится его отец с матерью. Они хотят, чтобы они были вместе. А этот мальчик так вообще, он безумно любит своего отца, безумно любит именно родственников своего мужа, ой, мужа говорю, отца, намного больше, чем нас, это я знаю. И ничего страшного, мне даже это приятнее. Он не может без них жить. И когда приезжал к матери, все равно рвался домой, даже когда я был маленький. Даже он, когда приезжал с мамой своей к нам в гости, если приезжали там на 2-3 дня, то на второй день он рвался домой, она оставалась у нас, а его забирали. Вот настолько он хотел жить там у себя с отцом. Но когда они разводились, вообще вопрос о том, чтобы привести его с дочкой сюда, у нас даже и не стоял, потому что мои сыновья сразу сказали, что даже не разговаривайте, чтобы ребенка сюда забирать, с ребенком она не вернется. Были у нас и такие вот времена. Так, цветы, по-моему, если я правильно считаю, или цветы, извините, я, может быть, неправильно что-то скажу. Весь смысл для женщин в детях, да. Дурка, привет всем. И вправду что-то загнуло с этой темой. Вам больно от этих воспоминаний сделала? Извините. Нет, не больно, все нормально. Мне даже интересно, когда вот о чем-то спрашивают, отвечать вам. Просто здороваться и говорить о себе тоже неинтересно. Вы спрашиваете, я буду отвечать. Душка, привет всем. Каждая женщина для себя выбирает сама смысл своей жизни, у каждого свой путь. Ведь да. Лариса, почему же мужчины не понимают не понимают чужих детей? У нас говорят, полюбил женщину, прими ее детей. Так, Мария Сирота, я сейчас отвечу. Я очень много уже блогеров посмотрела, и одна девочка развелась, вот и интересно. Угу. Турка, привет всем. Мужчина не обязан чужого ребенка растить. Дело в том, что не то, что не принимают, может быть, наши бы и приняли детей, понимаете, но у нас еще такой менталитет, что любой уважающий себя отец никогда в жизни не разрешит выйти замуж своим детям, понимаете? Вот в чем вопрос. Может быть, тот, кто забрал маму с детьми и воспитывал бы, и ничего бы не говорил, и все было бы хорошо. Но у нас так, опять-таки скажу, любой уважающий себя мужчина не разрешит забрать своих детей жене с собой замуж. Не знаю, может быть, на меня сейчас ополчатся, но это мое понимание и, в принципе, это понимание наших людей. Ну, бывают случаи исключения, конечно, да, и выходит замуж с детьми. Очень мало таких у нас, конечно. Так. Арина, почему в училище можно жениться, а в вузе нет? Так, не поняла. Так, Дурка, привет всем. Женщины же детей своего мужа от другого брака редко принимают. Я бы не приняла тоже, честно говоря, поэтому ничего не требуйте. Вы знаете, моя дочка тоже всегда говорила, что вот, которая развелась, ну, если ей там предлагали выйти замуж или еще что-то, она говорила, я никогда в жизни не смогу принять чужого ребенка. Я никогда в жизни не заменю ему маму, и поэтому даже вот не обсуждалось, чтобы она вышла замуж за человека, у которых есть дети. Ну, каждому свое, как говорится, кто, не знаю. По-моему, Всевышний не дает ничего, чтобы мы не выдержали в любом плане. Что там чужих детей воспитывать, что в плане брака, что в плане ну, во всех планах, у всех, по-моему, во всех религиях так и сказано, что Всевышний не дает ни одному человеку того, что тот не выдержит. Поэтому все, что нам предписано, значит, так и должно быть, и это мы выдержим. Так, Дурка, привет всем. Поэтому я считаю, что мужчина не обязан чужих детей расти. Дети сами зачастую его как отца не примут. В большинстве случаев, да, и обычно же не уважают отчимов. И мачех, если честно, даже не уважают, не то что отчимов. По-любому, какой бы мачеха ни была хорошей, как бы она ни старалась заменить мать, она все равно остается мачехой. И даже если бы даже, например, эта мать была намного строже, но она мать, а мачеха намного лояльнее и лучше
лучше относится к этому ребенку, все равно вот даже взгляд мачехи считается убийственным, чем взгляд, например, даже рассерженной мамы. Так, кухня для большой семьи. Лейла, как ваша мама? Ничего, алхамдулилlah, сегодня были у врача. Гипс, ну тот же гипс просто оставили, но намотали потуже. Оказывается, его надо было натягивать, нам не сказали. Просто это была третий день, когда умер мой брат, и с ней поехали и мальчики, и мы точно не знали, что ей надо делать, и как-то вот завертелось это все, и я ее только вчера только повезла. Оказывается, надо было через каждые 2 дня, чтобы не расслаблялся этот гипс, затягивать. Мы же его не затягивали. Вот так вот. Сейчас ничего, вот сегодня повезла и затянули, сказали еще недельки 2, только потом можно будет посмотреть, что там будет. Спасибо большое. Кавказ, да, у войнах дети остаются с отцом, только если есть исключения. Да, я и говорю, Зулихан, в каких-то исключениях, конечно, они уходят с мамой, уходят даже с мамой замуж, но это больше исключение, чем правило. Наталья Грачева, никогда не применяю своего ребенка на мужика. Не принимаешь ребенка, значит гуляй на все 4 стороны. Да, тоже позиция. Кухня для большой семьи. Аллаху машу хатсан. Спасибо большое. Спасибо, желаю здоровья моей маме. Так, ой, цветы или квети, извините. А в следующий раз маму в эфир. Ее очень интересно слушать. Ну, посмотрим, постараюсь. Нурка, привет всем. Как с вами в WhatsApp начать общаться? Просто хочется пообщаться с вами поближе. В душу вы мне запали. Такая мудрая женщина. Ой, про меня ли вы мудрые? У меня номер WhatsApp стоит, вот есть строка о канале. Вот там есть мой номер WhatsApp и номер моего сына. На один из них напишите, по-любому выйдете ко мне. Так, Лариса, мой сын привел жену с ребенком, но я приняла и невесту, и ребенка. Невесты у грузин это нормально. Ну да. В принципе, ребенок-то чем виноват? Ребенок, он и есть ребенок. Как воспитаете, таким он и будет. Ну, в каждой семье, в каждой национальности есть свои правила просто. Так, Дурка, привет всем. Хорошо, поищу и напишу обязательно вам. Пишите, отвечу. Как ни странно, друзья, сегодня нет дизлайка. Вот я только вспомнила, сейчас будет. И тишина, да. Надоела я со своей болтовней, наверное. Просто сейчас люди заняты, я это понимаю, конечно, все эти предновогодние хлопоты, подарки. Так. Кому как, но вы мне вряд ли надоедите. Кухня для большой семьи, тогда это сказала Дурка. А кухня для большой семьи нет. Почему вас приятно слушать? Спасибо. Юля, Россия, вы все заслушались. Юля, ты что еще не... Ой, извини, что вы еще не ушли на работу. Друзья, я еще раз, ну, кто новенький, кто старый, наверное, знает, у нас, у ингушей и у чеченцев нет обращения на «вы», и поэтому у меня иногда вот выскакивает «ты». Так что вы меня извините, если что. Я могу иногда и на «ты» сказать, и на «вы» сказать. Я надеюсь, вы меня простите. Так, Лейла, ты гусей продаешь и какая цена, можно ли заказать? Вы знаете, уже на продажу у меня гусей нет. Мне кто-то заказывал на конец недели, говорила, что нужно 2 гуся. Но что-то не подтвердила свой заказ, не знаю. Я, правда, еще не залезла. У меня есть, там 16 штук осталось из белых, а те, что серые, они еще маленькие. Но я их не хочу продавать, просто и для себя, и дочки своей хочу тоже. И сын приезжает скоро, и когда будет обратно ехать, тоже ему надо будет. Может быть, еще сделаю для него тушенку, не знаю еще. То есть я просто боюсь ее делать без этого автоклава. Хотя говорят, боже, можно и без него.
Так, Наталья Карельская, бывает ли у вас состояние уныния, и вы ничего не делаете вообще? Еще как бывает в последнее время? Я только и делаю, что сама себя подстегиваю, сама себя заставляю что-то делать. Вот я и же говорю, вот было несколько дней тому назад, как раз я вышла или она ко мне вышла, или я к ней, не знаю, к Зулихан, к этой Кавказ, вот, которая к женщине здесь. Я ей говорю, я ничего не хочу делать, я не хочу по дому ничего делать, я не хочу YouTube снимать. Это было вот несколько дней тому назад, у меня была ужасная апатия, мне ничего не хотелось делать. И она мне так, ну, мы очень много с ней, конечно, плодотворно поговорили, и она мне сказала, поставь, пожалуйста, суру Аль-Бакара, послушай, и тебе будет легче. И действительно, я в этот вечер прошлась, прогулялась по свежему воздуху, пришла, поставила эту суру, и все вот часа полтора, по-моему, прослушала, и мне настолько стало хорошо, и вот я теперь вот хожу какая-то вот такая, еще когда читаю вот именно комментарии, и когда ко мне в WhatsApp тоже в личку много девочек общаются, ну, женщины общаются со мной, и говорят со мной, разговаривают со мной, и уже я понимаю, что в принципе, да, все хорошо, все нормально, что, ну, именно о канале, и уже тоже вдохновление такое приходит, и уже и апатия, и депрессия проходит. Так что действительно нужен позитивный человек, чтобы был рядом или чтобы общался с тобой, чтобы тебя немножко подтолкнуть. А апатия, депрессия, по-моему, у всех в жизни бывает, и часто причем. Вот так вот, Юлия, Россия, еду на работу, ну вам хорошей работы вам. Так, кухня для большой семьи, я постоянно смотрю ваши влоги, спасибо большое. Так, понятно, пишет. Нурка, привет всем. И вправду вы как мамочка заботливая, но в то же время хорошая подруга в одном флаконе. Спасибо. Так, Марина Холина. Заслушались и продумываем ваши ответы, Лила. Очень интересно, спасибо. Так, Лариса, ваши мальчики умеют готовить? Умеют, умеют. Только привет всем. Просто многие уже не знают, что у вас спросить. Вопросы закончились. Значит, я закрываю прямой эфир. У меня Ибрагим младший хорошо готовит hamburgerы, хорошо готовит эти шаурму. То, что мы открывали небольшое кафе перед карантином, ну, проработали, правда, недельки 2-3, он хорошенечко набил руку уже там за эти 3 недели. Этим клиентам нравилось, и шаурма нравилась, и бургеры его нравились, и хот-доги нравились, как он готовит. Он придумал разные свои эти соусы для хот-догов и для для шаурмы, что единственное, вот за эти 2-3 недели одному парню не понравилось, а так всем нравилось, как он готовит. Старший Багаудин у меня очень хорошо на костре готовит плов, очень хорошо запекает своих этих перепелочек, кое-что. А так яичницу, что-то такое они могут себе сами делают, могут картошку испечь. Ну, конечно, такие вот глобальные готовки они не делают, но из-за того, что меня нет дома, они могут спокойно себе приготовить. Так, что пропустила? Кухня для большой семьи. Я тоже, как и вы, встаю с утра в 6, корова, куры, все хозяйство. Хотя мальчишки помогают, но все равно уборка, готовка, все вместе. Да, даже вот когда, если они помогают, то все равно работы. Если хозяйство, то работы, конечно, много. Так. У меня много вопросов. Задавайте, я готова отвечать. Так, Нина Сигачева. Смотрю трансляцию как фильм «Хронику». Тема мне знакома. Я живу в Кисловодске, город многонациональный, и традиции мусульман мне знакомы. Смотрю и отдыхаю. Желаю вам, маме и вашей семье здоровья. Спасибо большое, Нина. Так. Алексей Махненко. Здравствуйте, вам из Москвы. Добрый вечер. Юлия, Россия. И еще... Сейчас. Еще шторку на кухне хорошо готовит. Так, кухня для большой семьи. И бабушка у меня 96 лет, хотя не родная, но я за ней ухаживаю. Ой, здоровья ей. 96 лет.
Так, Лемка Набокова, не забываем ставить лайки. Лиле очень будет приятно. Спасибо, Лемка. Что-то у меня в последнее время, немного вам пожалуюсь, вы все-таки у меня друзья, просмотры упали, меня мой YouTube никуда не рекомендует, и у меня такое плачевное немножко состояние на канале. Так, сейчас. Ага, вот. Дурка, привет всем. Вы бы приняли невесту разведенную, вдову или молодую очень? Меньше 18 лет, допустим, 16 лет. Так, отвечу. Вы бы приняли невесту с маленьким приданым, допустим, придется скромную свадьбу сыграть, вы бы согласились? Так, ну вы знаете, свадьбу, то, что я приму вдову или молодую очень, 18-16 лет, если она сыну нужна, пожалуйста. Мы даже сейчас рассматриваем старшему сыну, можем рассматривать даже разведенную, действительно, или разведенную, или вдову, потому что он был уже один раз женат, не обязательно, чтобы была девушка. Ну, будет девушка, ничего, хорошо, но и мы даже рассматриваем и разведенную. Ну, хотя бы сегодня-завтра, конечно, не собираемся жениться, но если будет хорошая девочка, то это для нас не принципиально. Пускай, если она выходит замуж и знает, что выходит замуж в 16 лет, значит, она знает, что идет замуж, что она не ребенок. Тем более, она, если еще и разведенная в это время, то почему бы и нет? Мне не мешает. А то, что там у нее есть приданое или нет этого приданого, вы знаете, может быть, раньше, года 3-4 тому назад, у меня было бы другое мнение, да, бы мне хотелось, чтобы там у нее, как у всех, было и приданое, чтобы вот именно мнение родственников, мнение кого-то, может быть, раньше меня очень бы волновало, но именно насчет того, что есть приданое у невесты или нет, конечно, мнение моих родственников и людей мне нужно, но в понятии, что вот перед людьми мне будет неудобно, что там она привезла это, не привезла это. Теперь, на данный момент, это для меня не принципиально, мне все равно. Пускай даже она просто в одном своем платье, в котором она пришла, и все. Лишь бы она была человеком, и клянусь я вам, не лукавлю, лишь бы была она человеком, лишь бы она слилась в мою семью, она влилась в мою семью, она была бы членом моей семьи, не просто снохой, а именно членом моей семьи, чтобы она вот, ну, была моей. Она, конечно, не будет моей дочерью, но хотя бы вот была моей приемной, например, дочерью, чтобы она понимала меня, понимала бы своего мужа, понимала бы нашу семью и была бы нашей, не просто снохой, нашей. Это мое желание, я бы очень этого хотела. А ее приданое мне не нужно. Приданое, то, что ей надо, насколько мы себе сможем позволить, мы ей сделаем сами. Они сами себе сделают, они молодые, пусть работает. И я не хочу невестку, например, чтобы она вот прям сидела, мне здесь убиралась или что-то делала. Если хочет работать, вперед, пускай работает. Хочет учиться, пускай учится. Я только за. И клянусь вам, опять, я не люблю клясться, конечно, но я клянусь, что действительно я говорю просто то, что сейчас, на данный момент я чувствую. Я же говорю, я какое-то время вперед, может быть, раньше этого бы не говорила и так бы не думала. А сейчас для меня лишь бы был человек хороший. Зачем мне его приданое? Это приданое будет там стоять. И все, оно через год уже, это приданое для нее практически ни одна одежда не подходит, обувь уже не то, например. А мебель тот, что сейчас вообще все возможно. Нет никакого такой проблемы, чтобы что-то купить. Так что пускай она будет бесприданница, лишь бы была хорошая. Я согласна даже сегодня сыграть свадьбу. Даже на эту тему я с сыном своим говорила. Может быть, так действительно мы вот не будем приглашать всех вот прямо родственников играть большую свадьбу, сделаем скромненькую свадьбу. Не знаю. Но опять потом уже, вы знаете, родственники уже бывают недовольны, когда ты кого-то не пригласишь, а кого-то пригласил, кого-то не пригласил, они обидятся. А то, что там скромная свадьба, насчет того, что пускай они у себя скромную свадьбу играют, как хотят. Может, даже вообще свадьбу не играть, потому что это для меня не важно, потому что мои гости к ним не едут. Только те, кто вот за машинах, которые забирают невесту. Так что, если у них не получится даже сделать свадьбу, это тоже не принципиально. Не знаю, правильно ли я вам донесла мысль свою. Так, что-то.
Так, все нашла. Так, не волнуйтесь, Дурка, привет всем, не волнуйтесь, у всех есть время, взлеты, выпадения, все нормально, преданные всегда будут рядом с вами, спасибо. А может, это проделка Ютуба, если упали просмотры, вот не знаю, я не могу ничего сказать, не знаю. Вроде бы комментарии все хорошие, вроде бы вот сегодня со мной вышла подписчица в личку, она говорит, особенно последние твои ролики, влоги мне очень интересны, что это такое. Я говорю, ну просмотров мало почему-то, именно в последних вообще мало просмотров. Ну не знаю, вообще-то кухню Ютуба просто не понять. Да, Наталья Карельская. Люди к празднику готовятся, мало смотрят, да. Дурка, привет всем. Так. Что-то опять я пропустила. Вот. Ох, обрадовали вы меня для интереса, просто спрашивала, любопытно было мне, а сейчас прям захотела к вам невестки в золотая свекровь. Так, в гостях у Сони. Все после праздника, пока все заняты, хлопоты предпраздничные, да, Соня? Аминат Амаева. Ассаламу алейкум, Лила, привет из Алханкала. Валейкум ассалам, Аминат. Так, Алханкала, это же Чечня. В гостях у Сони. Это к вопросу о просмотрах, я поняла. Мария Сирота, а какие большие праздники у вас? А какие большие праздники у вас есть? У нас наши праздники это Ураза Байрам и Курбан Байрам. Это большие праздники, которые мы широко отмечаем. Ну, особенно, конечно, Уразу Байрам. Но сейчас в последнее время и Курбан Байрам стали тоже более расширенно отмечать. Вот такие два праздника у нас, которые, ну, большие праздники. Так, Лариса. Лейла, я так понимаю, что молодые до свадьбы совсем друг друга не знают. Как они притираются друг к другу. Ну, это было раньше. Сейчас, конечно, молодые друг друга знают. Да и раньше некоторые знали. Бывало, что вот не знают. Бывает, что знали. Ну, вот как-то притираются. Знакомятся, больше живут и знакомятся потихонечку. Узнают друг друга и притираются. Кухня для большой семьи. Так моя свекровь говорит, если села в один вагон, то пой такую же песню, какую они поют. Правильно. Дурка, привет всем. Готова прямо сейчас за Колым в 10 тысяч выйти без разницы. Вот это уже шутка, девочки. Ну, у нас Колым 60 тысяч, по-моему. Вот я готова 60 тысяч заплатить, если хорошая девочка, почему бы и нет. И все. И поехали дальше жить, остальное все сами наработаем. Так, Галина Прохорова, добрый вечер, дорогая, добрый вечер. Добрый вечер, дорогая Лила, вы очень мудрая и хорошая мама. Спасибо, Галина. Кухня для большой семьи. Добрый вечер, Соня. Так, это подписчица Сонина. Я всегда вижу твои комментарии у Сони. Так, кухня для большой семьи. Напиши свое имя, чтобы я обращалась к тебе по имени. Мне хочется по имени к тебе обращаться. В гостях у Сони добрый вечер, ответила. Так, Юлия Россия. Дорогие друзья, я все понимаю. Леву очень-очень интересно слушать и смотреть. Но у меня такой вопрос. Кто не поставил лайк? Ой, Юлия, я тоже серьезно стала прочитать, потому что она хочет сказать. Спасибо, Юля. Так, один дизлайк пошел все-таки. Приколы, почему разведенные? Приколы, почему разведенные? Вы ищете вроде девушки очень много. Нет, не обязательно я ищу именно разведенную и девушку, но в принципе можно и рассмотреть и разведенную, ничего страшного. Если хорошая девочка, почему бы и не разведенную? Так, Марина Хольна, заслушалась, вот и забываю ставить лайки. От меня всегда лайк. Спасибо, Марина. Дурка, привет всем. Ну, реально, вас в свекрови к себе хочу. Из-за вас теперь сильное такое желание появилось. Ну, давайте тогда. Жду вас. Так, Ирке снится фраза. Мы хоть не мусульмане, даже тут отмечаем Курбан Байрам. Это нас приглашают отмечать, да. Дурка, привет всем. Ну, отмечать-то мы всегда отмечали и всегда делали, приносили жертвоприношения. Но от последние годы, ну, последние лет 10, наверное, уже более так вот расширенно начали это отмечать. Отмечалось-то, конечно, всю жизнь. Ну, а сейчас прямо вот уже приближается как типа ближе к Уразе Байраму тоже, вот, ближе к этому даже этот праздник. Раньше у нас не так сильно отмечался, отмечался всю жизнь просто. Так. Дурка, привет. Все приколы девушки разные бывают. Кто-то Колым хочет побольше, либо за жениха деньгами
кто их знает, да, и такое бывает, конечно. Фариза, ага, кухня для большой семьи, Фариза, очень приятно. Кавказ Фуд, спасибо за то, что напомнили про лайки. Так, спасибо. А, так, Демис, по-моему, да? Маршал Душек из Канады. Смотрим вас. Приятно смотреть на вас. Аишка, привет. Дал это больше. Дал резхл, сахлшин. Так, мне тоже приятно, что вы со мной на связи. Спасибо большое. Дурка, привет всем. Так, Дурка, привет всем. Или жениха с хозяйством не хочет. Ну, все по-разному. Так, Алина Лаптева, кто дизлайк поставил? Не знаю, я только сказала, что сегодня не было дизлайка. Они уже, у меня их бывает много, так что я их даже не замечаю. Так, Алекс Марти, ассаламу алейкум. Вы прекрасны. Желаю вам, вашим детям, всем народам добра, успехов во всем, здоровья и миллион подписчиков. Ой, так, Алекс, я не знаю, вы женщина или мужчина, алейкум ассалам. Миллион подписчиков я не потяну. Не такой контент у меня, чтобы я нравилась миллион подписчиков. Мне хватит и поменьше. Лишь бы у меня были вот такие, как сейчас, доброжелательные и хорошие подписчики. Я даже иногда задумываюсь, буду я ли интересна большой аудитории. Девяносто 94-й лайк мой, Алина. Ты поздно вспомнила, что не пролайкнула, да? Не думаешь снова возвращаться в блогерство, Алина? Таня Верник дал это Бобшин Диалиасхол, спасибо. Так, приколы, 95-й лайк поставила я. Наталья Калежская, а сладости национальные какие есть? Покажете потом. Ну, у нас таких вот именно чисто национальных очень мало сладостей. Так, Фариза пишет, ничего, Лила, поделитесь со мной и с Соней. Поделитесь со мной и с Соней. Хорошо, так, думаю, когда будет хороший телефон. Надо, ты же попробовала, давай, начинай снова. Правда, у тебя хозяйство, конечно, огромное, Амина, это я общаюсь с Алиной Лаптева, девочки, у нее был свой влог, она открывала, но говорит, что ушла просто. Молодая девочка, замужем за чеченца, живет в Ингушетии и сама, по-моему, русская. Но у нее огромное хозяйство, и детей много, и еще и тогда влог открывала. Конечно, сложновато. Но ничего, дети чуть-чуть подрастут, тебе будет проще немножко, легче. Дурка, привет всем. Ваши слова приняла всерьез. Теперь точно напишу вам в WhatsApp, как только смогу. Хорошо. Алекс Марти, я женщина, у меня 3 детей. Ага. Так, приколы, а почему так у тебя мужской? Ну, это обычно с аккаунтов там мужей или сыновей пишут практически, это бывает. Алина Лаптева, мои короткие видео неинтересны людям. Ну да, если влоги, то, конечно, чуть-чуть надо подлиннее, да, вот здесь слишком короткие были они. Так, Марина Холина. Ну, друзья, что такое-то? 109 на сайте, лайков мало. Давайте всех хором лайкнем. Спасибо, Марина. Так, Алина пишет, надо длинные снимать. Да, надо. У меня же тоже телефон сломался, но сын приехал свой, мне отдал. Хотела купить, в рассрочку не получилось. Теперь, ну, пока мне хватит. Я всегда говорила, что у меня плохой телефон, память 8 гигабайт была. Не хватало вообще, да. Ну ничего, даст Аллах, будет все у тебя еще. У тебя сейчас коровы доятся, нет? Извините, что я в чате общаюсь так. Так, Дурка, привет всем. Люди просто не хотят выходить из беседы, чтобы не перестать их читать. Поэтому, наверное, думаю, лайков маловато. Так, Фариза пишет 100 лайков. Поставила бы, но больше одного не принимают. Так. Так, Алина Лаптева, иншаллах. Алина Лаптева дуется Айширка. Амината Маева, я поставила 80-й лайк. Спасибо вам, девочки, всем.
Действительно, ваши лайки, комментарии, оказывается, это я, в принципе, знала это, но не знала, что настолько, что чем больше комментариев и чем больше лайков, то уже, ну, лучше для меня, как говорится, меня продвигают уже YouTube дальше. Такие вот дела. Так, Алина Лаптева, у меня 18 голов КРС, ух ты. Алина Лаптева, овец продали всех. Вы знаете, мне кажется, мы тоже держали и овец, и коз. Мне кажется, все-таки невыгодно их держать, не знаю почему, но мне так показалось. 7 коров, ух ты, Алина Лаптева. Ну, у тебя, по крайней мере, есть доильный аппарат, это хорошо, что. Но 7 бы я сейчас не выдержала, конечно. Махри, так, Мехринисо Газиева. Привет из Узбекистана. Ой, прям уже стало заговариваться. Добрый вечер. Мехринисо. Ага. Алина Лаптева. 4 телки айшишки растут. Наверное, одну айшишку у тебя можно будет купить, забрать. Не продашь? Так. Ну, тебе с хозяйством, конечно. Вот тебе действительно надо к Диане строгой заходить и смотреть, что она там делает. Так, что-то моя дурка, привет всем, замолчала. Куда убежала? Так, продаю нетель айширку. Отелиться должна. Первый отел будет. Так, Фариза пишет, кухня для большой семьи. У меня одна корова, машалах, не променяла бы, а в основном бычки. Кухня для большой семьи и овцы есть, Фариза пишет. Алина Лаптева, 52 тысячи айширка. Ой, Алина, у меня сейчас нет таких денег, я бы с удовольствием купила бы. В гостях у Сони пошла чемодан собирать. Куда это ты? Дурка, привет всем. Я тут просто пришлось отвлечься ненадолго. Так, Соня, чемодан собираешь, не домой ли едешь к нам? Вот действительно, если молодую бы, именно первотелку бы я ее купила бы хорошей породы. У меня тоже хорошей породы корова была. Не была, а есть. Но у нее вот уже потихонечку соски стали портиться. Один сосок вообще не доится. Не знаю, что будет после отела, посмотрим. Так. Кухня для большой семьи, Фариза, которая... Так, Лейла, мне ваша корова нравится, телки нет у нее. Вот именно, что она уже, по-моему, 7 точно у нее есть было. И все 7 мужиков, короче говоря, пацанов она мне рожает. Нет, ни одной телочки не было. Я с удовольствием тоже хотела бы телочку. Так, Ирочка Владимировна смеется. Так, да, Ибрагим записала, Алина, твой номер. В гостях у Сони, это я про душку. Так. Если что, Алина, мой номер стоит о канале. Кухня для большой семьи. Это от хорошей коровы только бычки. Да, обычно же у нас говорят, что хорошая корова только бычков рожает. Хотя я думала, она у меня сементальной породы, но ветврач, который в этом году приходил ко мне, сказал, что это не чистокровная сементалка. Так, Алина Лаптева, моя бычка родила, да. Но все равно, как хорошая корова, хорошая по нашим меркам, у меня хорошая корова была. Ну, вот уже, ну, не была, она есть, но вот она уже понемножечку и сдает у меня, так что молодую мне сейчас было бы хорошо. Так, Фариза, моя тоже только бычки. У меня тоже смесь, ага. Нурка, привет всем. У меня вот теленок родился, купили мне родители, девочка. Моника моя хорошая такая. Я не умею вообще с коровами как-то обращаться. Теперь
учиться всему, когда частный дом у нас будет. Да. Так, моя ошибка была покрыта Абердин ангусом. Ух ты. Абердин ангус родила. Ой, я эту породу даже не слышала, Амина. Так, видите, какой у нас тусклый свет каждый вечер. Именно у меня, у соседей нет. Значит, у меня где-то, я не знаю, то ли замыкает что-то, то ли у меня слишком много всего напихано, что не тянет. Ибрагим, ты здесь? Трансформатор у этого выключи холодильника. Видишь, свет какой? Так, Дурка, привет всем. Думаю, советоваться с вами буду часто насчет коровы. Пожалуйста, что знаю, скажу. Кухня для большой семьи, хорошая порода. Так, Алина Лаптева, теленка не продаю, на племя оставлю. Ага, значит, действительно хорошая порода. Ну, хороших породистых коров у нас держать тоже трудно. Во-первых, у нас не такие пастбища хорошие, как должны для хороших пород. Во-вторых, действительно, и у нас очень сильно сглаз бывает. Хоть, может быть, кто-то не верит этому, но это так. Вера Абилова, добрый вечер, привет всем, добрый вечер. Кавказ худлела. Сколько минут должен быть ролик? Как ты думаешь, у меня 10-12 минут, это много? Нет, это немного. Но если у тебя чисто кулинарные, наверное, 10-12 минут, тоже все равно немного. А если влог, так он может быть, я-то и 30, и 35 бывает. Ну, в среднем 15-20 минут. Вот когда я как-то начала снимать, ну, сейчас у меня последние влоги тоже какие-то длинноватые получаются, за 30 минут или за 20 минут уже мне, обычно вот моя дочка всегда говорит: мама, слишком долго, даже я не могу смотреть. Поэтому слишком длинные тоже вот бывают недовольные. Вот я еще спрашивала, когда, помните, мне комментарии писали, вот одна, ну все, больше никто не писал, одна написала: слишком длинно, и для меня ну, не получается слушать, потому что работа, все заняты, и длинные тоже не хотят. Ну, знаете, знаешь, Зулихан, можно, наверное, один ролик выпускать чуть подлиннее, один чуть покороче. Ну, разные зрители, разные, наверное. От того, что длинно снято, все равно не весь ролик смотрят. Они его все равно пролистывают, мне кажется. Но когда мы снимаем влоги, все-таки коротко снимать тоже не получается. Вот так вот. Вот 10-12 минут это по-любому не длинно, даже для кулинарного влога, в моем понимании. Я шишку в том году в январе за 100 тысяч рублей купила. Да, я знаю, что эти породы очень дорогие, даже 150 тысяч стоит корова, я знаю об этом. Ой, принцесса у меня прям под ногами легла. Так, Марина Холина, у нас на Алтае уже 1 час ночи. Всем здоровья и всего только самого хорошего. Спасибо, Лила, за интересный эфир. Ой, Марина, спасибо вам, что в такой поздний час были с нами и поддержали меня. Огромное вам спасибо. Так, кухня для большой семьи. У меня только 3-4 минуты. Так, признаюсь честно, кухня для большой семьи, я тебя не смотрела, значит, надо будет посмотреть. Вообще не смотрела твои ролики, признаюсь, не знаю. Так, у нас, так, это я читала, Вера, или, может быть, даже и смотрела, точно не могу сказать. А ты вообще не обращалась ко мне насчет там рекламы или еще чего-то? Просто я могу забыть, у меня память дурацкая. Вера Абилова. Лично мне нравится 25-30 минут. Да, ну, некоторым, да, так бывает. Но по-любому 20 минут, мне кажется, влог короче 20 минут, ну, просто нереально выпустить. Если бы это был просто кулинарный влог, конечно, долго не... А если влог какой-то, о чем-то рассказать, что-то показать, за 10-12 минут просто не уложишься. Тут, если чисто готовку, то, конечно... Нет, ну, мне так кажется, по крайней мере. Я же не такой уж продвинутый блогер.
Так, Дурка, привет всем. Мне вот, например, очень нравится, что длинно, хочется, не переставая вас слушать, даже когда занята чем-то. Спасибо. Так, Кавказ Фуд, спасибо. А, кухня для большой семьи. Смотрели, вы забыли просто. Ну, наверное. Фариза, я не могу тебе сказать, потому что очень много блогеров, очень много девочек, и если даже и немного, и после операции я вообще забываю, очень много забываю чего, так что извини. Сейчас буду смотреть, по крайней мере, буду стараться. Но говорю честно, могу не комментировать, так что просто поверь, что я тебя посмотрела. Может быть, просто цветочек буду ставить. Дурка, привет всем. Марина, так у нас 1 часовой пояс. Я с Тувы, привет соседям с Алтая. Так, Дурка, привет всем. Давайте хоть имя свое еще раз напишите, если даже вы мне писали, чтобы я вас по имени к вам обращалась. Представляете, в час ночи со мной сидит, общается. Вера Абиловна, я всегда смотрю до конца ваш канал, мне нравится. Спасибо, Верочка, спасибо большое. Так, Мария Сирота, как я бы хотела с вами вживую пообщаться. Приезжайте, будем общаться. Или я к вам приеду. Где вы живете, Мария? Действительно, общение с вами, ну, со всеми с вами, с Ютубом, если честно, с этой уже, с большой апатией, с этой большой депрессией меня вытягивает по-любому. Так, Татьяна Маркова. А еще у нас на Алтае было сегодня, ух ты, минус 35 градусов. Так, 1 октября, когда я открыла канал, сама набрала с помощью Аллаха. Алхамдулилlah. Сколько у тебя подписчиков, Фариза? Дурка, привет всем. Лучше зовите Сая, коротко от моего имени. Хорошо, так проще вам будет. Или Дурка, привет всем. Хорошо, Сая. Но все равно, по идее, можно и писать, читать ваш ник, конечно. Так, кухня для большой семьи. Значит, у тебя, наверное, кулинарный, да, канал, Фариза? Но в комментариях у моей Софии я тебя постоянно вижу, конечно. Ну что, друзья, наверное, будем прощаться уже. Наговорились сегодня. Он уже Сая, наверное, спать хочет 1 час ночи. Да, кулинарная, ага. Лариса, надо идти купать внуков. Всем пока. Ну да, действительно, будем прощаться, наверное, девочки. Хорошо сегодня поговорили. Я не знаю, как вы, но я очень рада общению. Не знаю, удовлетворила ли я вас в своих ответах. Если что, пишите, что бы вы хотели еще узнать в комментариях под моими роликами, чтобы я вот действительно могла какую-то тему вам объяснить, сказать. Ну, то, что знаю, это не значит, что это именно так. Просто с моей позиции, с моей точки зрения, как я думаю, я вам отвечу. И это не значит, конечно, что это правильно или это так, но это, вот свое мнение я вам выскажу по-любому. Думаю, только привет всем, так, Сая пишет. Думаю, я не наобщаюсь я с вами. Таня, Верник, всем добрых снов. Спасибо, Таня, всем праведных снов. Будем прощаться. Спасибо, кто со мной был сегодня в эфире. Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто смотрит мои влоги, кто пишет мне, и даже кто не пишет мне. Всем большое спасибо. Я всем вам благодарна. Вы мне делаете огромную поддержку, что морально, и что и материально, признаюсь вам. Так, в гостях у Сони. Так, кухня для большой семьи. Я тоже хотела сказать, бабушку надо уложить, и мелкий он отдохнул
отдохнула с вами. Бистягл Юльшин. Духляхил Хахил Бистягл. Спокойной ночи. В гостях у Сони. Всем доброй ночи и с наступающим Новым годом вас. Всем крепкого здоровья. Спасибо, Соня, тебе тоже всего хорошего. Так, Сая пишет, короче, девочки, спокойной вам ночи всем. Спокойной ночи. Аминат Амаева, я вас всегда слушаю, смотрю даже 2 часа ночи, и мне нравится. Спасибо большое, Аминат. Диариас Фалшан, Василин, спасибо огромное. Всем вам праведных снов. Тадила Индива, я не успела. Да, ты пришла, Тадила, к концу. Всем добрый вечер. А теперь скажи всем спокойной ночи. Да, между прочим, я подняла тему о своей дочери и внуке, но не докончила. В следующем прямом эфире да расскажем. Спокойной ночи. Чем ты там так была сильно занята? Хотя и Мадина у меня не вышла в эфир. Не знаю, что такое. У тебя был заказ? Да я своей дочери обращаюсь. Танзила Яндива, это старшая моя дочь. Если кто еще со мной в эфире смотрит, вроде бы 76. Гости. Ну ничего. А Мадина, видимо, делает эти шарики. Киндер-сюрпризы такие делает на продажу. И яйцо такое с подарком. Поздравляем вашего свекра с днем рождения. Да, здоровья ему, всего хорошего твоему свекру. Так, кухня для большой семьи. Танзила, тоже откройте свой канал, будете нас учить. Но у нее в Инстаграме страничка, канал открывать она не хочет что-то. Так, Ленка Бокова, спокойной ночи всем. Хороших снов, спасибо. Так, Ибрагим, ну давай закрывай, будем завершать. Всем большое спасибо, друзья. Вестя Алхилшин, спокойной ночи. Всех благ, с наступающим Новым годом. Может быть, в этом старом Новом году я не выйду больше в эфир. Не знаю точно, в прямом эфире будем мы или нет перед Новым годом, не могу точно сказать. Если что, поэтому всех с наступающим Новым годом, всех благ вам, всего хорошего. Спокойной ночи.